к Чечне никакого отношения не имел. Он там не жил, не имел там бизнеса, не инвестировал туда, не повлиял на это государство в лучшую сторону. Никак. Не связывает дальнейшую деятельность с Чечней. Как вы считаете, на каком основании Ходорковский или некий коллективный Ходорковский, вот все эти рослебобы позволяют себе решать за представителей коренных народов, в частности за чеченцев, как они должны строить будущее своей государственности? Это недопустимо, потому что они себе позволяют такие разговоры, такие выводы, такие, как сказать, провокационные вбросы. Но мы как бы не тоже привыкли, мы это видим уже не один раз. Мы прекрасно помним, как этот человек, именно Михаил Ходорковский, когда все другие молчали и все признавали, что особенно Первая война, особенно, да, по нашим убежденным, и все войны, которые были проведены и на Кавказе, и в частности в Чеченской Республике, они все преступные. Это раз. Во-вторых, человек сам признается, после того, как он отсидел несколько лет в тюрьме, уже путинской, он признается, что он финансировал Первую войну всяческим образом. Значит, он поддерживал геноцид чеченского народа. Это раз. После этого или до этого интервью он также говорит, что он за единую неделимую Россиюшку, так сказать, за империю. И что деды воевали, и мы будем. Таким же образом он может также сказать, что почему-то у него язык не поворачивается, сказать, что деды-то воевали, и ГДР было за дедами. Тогда давайте, зачем останавливаться тогда Чеченской Республикой? С автоматом в руках он может такое же заявление сделать синхронно, и Берлин возьмем обратно, потому что деды же воевали. И Варшаву, и Прагу, действительно, почему бы и нет? Да, вернуть страны Варшавского договора, никакого договора, как мы знаем, не было. Я имею в виду, вот двойная политика, вот это вот лицемерие, но если в случае в Украине, когда он сначала сделал заявление, что вот Крым еще статус надо обсудить, это украинцам очень сильно не понравилось, и ему пришлось ретироваться. В вопросе Крыма уже он не обсуждает, что надо как-то обсуждать статус Крыма уже. То же самое говорили насчет того, что он якобы не бутерброд, чтобы его туда-сюда как бы передавать, да. И сегодня, когда человек в программе, украинской программе реально плачет, я поверил, что он действительно плачет, проливает крокодильные слезы. Прекрасно все люди верят, что вот смотрите, что творится в Украине. Но он также не может плакать по событиям, которые творились в Чеченской Республике Ичкерия. Я, честно сказать, считаю это лицемерием и двойными играми. Потому что война, которая в Украине сегодня ведется, она велась в течение 20 лет, а то и 25 лет в Чеченской Республике, до тех пор, пока они не подавили именно тех людей, которые с оружием в руках находились. Только после этого они напали на Украину. Это значит, что вот этот буфер времени 25-30 лет, мы, считаем, сегодня, мы, считайте, сдерживали Российскую империю, вот этот агрессивный Кремль, от нападений на других соседей. Мы признаем это, не признаем, так это есть. Сегодня та работа, которая ведется по отношению к русским оккупантам, к российским оккупантам, в Украине она велась долгое время у нас дома. Пропускаем этот момент, но сегодня Ходорковский не может сказать два слова в пользу нашей независимости. Что означает, и мы и раньше считали, и его, и других представителей демократических сил, начиная от правозащитников, практически все категорически против чеченской независимости. Это нонсенс. Люди, которые говорят, что мы не империалисты, что мы не шовинисты, что мы пятое, десятое, что мы не такие, а на самом деле получается, что они реально на деле, будь у них возможность и воля, они не будут ни за демократию, не будут помогать народам деколонизироваться, а будут проводить ту же политику, которая велась все 200 лет в России. Сайхан, я с вами полностью согласен. Никто нам не будет помогать деколонизироваться, просто потому что для представителей имперского вектора развития России любая деколонизация, любая деконструкция России – это потеря ресурсов,
потеря возможности обогащаться за счет других народов и территорий. Это совершенно очевидная вещь. Как вы считаете, вот то, что очевидно для нас с вами, для людей в политике, как бы сказать, непрофессионалов, почему такие же вещи ускользают или как минимум на такие вещи не реагирует официальный ПАСЕ? Почему так получилось, с вашей точки зрения, что из 15 человек, отобранных в ПАСЕ, подавляющее большинство всех представленных на площадке людей придерживаются, в общем, сходных взглядов? Сходных взглядов, которые без ажиотажа относятся к идее права народов и регионов на самоопределение. Не говорит ли это о том, что в ПАСЕ подобраны те люди, которые будут проводить нарративы, удобные для Парламентской ассамблеи Совета Европы? Да, после проведенного времени нескольких сайд-ивентов, кстати, они закрыты у них, у нас нет прямого доступа, мы уже видим, что они проводят линию хороших русских. Они пытаются показать, что вот все плохие, кроме них. Вот дайте нам возможность, мы все исправим. Россия, она резко демократизируется, ее переформатируют, и все будет хорошо. Потому что даже, вообще они же претендуют быть хорошими в любом случае, но у них не получается. Они претендуют на моральное лидерство, оснований для которого у них абсолютно нет. Да, я был в самом зале ПАСЕ, парламентской ассамблеи, когда тоже человек, который сидел реально, который знает проблемы и народов Кавказа, и всех народов, которые были порабощены в разные времена. Сам Владимир Кара-Мурза, его приветствовали, я находился в зале, все были рады, приветствовали стоя, аплодировали, как бы все началось очень хорошо. Но при первой же возможности, сидя в Сенате Франции, на вопрос, возможно ли революция наподобие чеченской революции, а уже в сам вопрос вложен. Er sorgt überall für Highspeed. Im Homeoffice, beim Gaming oder beim Streamen. Der Glasraser, jetzt bei EWE. Ultraschnelles Glasfaser mit Fritzbox für 0 Euro. Ganz du mit EWE. Es gibt viele Dinge, die wachsen, manchmal ganz unbemerkt. Auch dein Interesse an Geldanlage kann sich не распалась. Они просто будут вводить все западные страны, всех политиков за нас. И притворяться до последнего, до тех пор, пока они придут к власти. Я очень искренне надеюсь, что они не придут к власти, потому что они будут учитывать уже те ошибки, которые допустил Путин, потому что Путин учитывал те ошибки, которые допустил сам Ельцин. И чем дальше это противостояние, тем хуже для нас становится. И сегодня мы яркий пример видим, когда были переговоры и перемирие, да, вот праздничное, как называется, язык договора. Сразу был нанесен удар, и что сегодня творится в Киеве, мы уже видим своими глазами. Сайхан, мне кажется, мы несколько идеализируем европейские бюрократические институции. Вот вы же знаете, что несмотря на всю такую риторику, очень, очень воинственную, очень правильную, о том, что России нужно дать укорот, о том, что нужно разрабатывать следующий пакет санкций, что Украина не может не победить в этой войне и так далее, объем закупок российского газа вырос, насколько я знаю, на 60% по сравнению с прошлым годом. Ну, дружба – это бачок врозь, как говорится. Почему вы думаете, почему мы с вами считаем, что евробюрократы, которые мыслят в пределах одного электорального цикла, которым нужно переизбраться или остаться на своем посту еще большее время, или, если покинуть этот пост, покинуть его с максимальными возможными бенефициями. Почему вы думаете, что они должны вообще хоть сколько-нибудь серьезным вниманием рассматривать наши с вами проблемы? Чего мы ждем, скажите, пожалуйста? Ну, с одной стороны, мы их прекрасно понимаем, потому что каждый занят своими проблемами, своей повесткой дня. Но между этим мы именно в том смысле, что касается нас,
Мы должны добиваться и отстаивать наши позиции. Только для этого мы там и существуем, мы только для этого находимся. Там нет ничего личного, так, какого-то именно какого-то личного обогащения, только одни растраты. Но в том плане, что касается чеченцев, мы озвучиваем это. И плюс еще есть внутри чеченские как сказать, требования, что вот вы неправильно озвучиваете, но мы максимально приземленно пытаемся услышать наших чеченцев, и да, всем не угодишь, как говорится, но в любом случае это не должен озвучивать Ходорковский. Согласен, да. В России огромное количество проблем, о которых Ходорковский мог бы высказаться с полным знанием дела. Масса проблем и населения, и делать акцент, и вообще тратить время на чеченцев, это, с моей точки зрения, так же, как и я бы тратил на них время, это нецелесообразно получается. Пусть занимаются своими делами и не мешают нам. Они пытаются нам мешать, но я уверен, что они не смогут нам помешать. И именно час X, вот этот придет момент, когда и Петра Байер, и любой кто из них, они будут вынуждены признать полноценно, не частично, полноценно. Но для этого мы должны заниматься своими делами и доносить именно до нужных ушей, до нужных глаз то, что необходимо, ту информацию, в каком свете, в каком формате, чтобы люди поняли реально. Вот учитывая то, что вы сказали, что каждый занимается своим делом. Между этим. И у нас получается, есть некие как бы заготовки, есть договоренности. Что-то со звуком. Сейчас хорошо? Да. Есть некоторые хорошие договоренности, как сказать, более завуалированные, да. Уже есть понимание, потому что мы, как чеченцы, как сказать, не самые лучшие, может быть, но не самые худшие, но в любом случае мы доносим то, что хотят чеченцы, большинство чеченцев, максимально, как это возможно. Сайхан, у нас... Если они так сильно раструбили, взяли на вооружение высказывание Кутаева, пускай возьмут наше тоже мнение и раструбят на весь мир. У нас такой этот анекдот еще был, может, не к месту, что один человек не молился, и весь день его знакомый сосед рассказал всем, что он не молится. И он ему потом говорит: слушай, я начал молиться, говорит, так что тоже будь добр, об этом тоже всем рассказать. А то ты первую часть рассказал, а вторую как бы не пожелал нужным. Вы знаете, в Священном Писании есть такие грехи, как грех умолчания и грех обобщения. То есть вот Ходорковский с этой точки зрения грешит, как говорится, дуплетом. Он умалчивает об альтернативной точке зрения чеченцев, а ту точку зрения, которая ему выгодна, он обобщает собственно говоря, на все народно-освободительное движение. Ну да бог бы с ним, как говорится, с Ходорковским. Вчера у нас в эфире был исполнительный директор антиимперского блока народов, это украинская организация, в общем-то, с большой историей. Он рассказал мне о существенном разочаровании, которое официальная делегация Украины в ПАСЕ испытывает от той деятельности, которую ведут в ПАСЕ Рослибопы. Скажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно? Вы же взаимодействуете с украинцами. Известно ли вам что-нибудь о тех планах, которые они намерены, может быть, реализовать, чтобы вот эту прям скажем, имперскую тенденцию российских, в кавычках, демократических сил как-то нейтрализовать? Я думаю, Денис, никого нейтрализовать не придется, потому что у них же было официально заявлено, вот мы будем требовать или как-то стараться насчет паспортов отдельно, насчет Гарри Кимович сказал, что там русская Тайвань, 5-10, и там нигде я, не кстати, было. полностью поддерживаю. Вот было бы замечательно, если бы русский Тайвань существовал, и туда направился бы Гарри Кимович и находился бы там как можно дольше, в общем, не мешая, по большому счету, реформировать Россию. В любом случае, я тоже поддерживаю. Вот любые нормальные инициативы, вот человек хочет, пусть он это делает. Я только за. И почему кто-то пытается нам это помешать и делать то, что мы запланировали? Вот тоже хороший вопрос. Плюс еще сами украинцы изначально были против. Они были против. Насколько я знаю, они были вообще против. И как бы это кому-то смешно не казалось, были такие договоренности на каких-то
уровнях, что вот Чеченская республика Ичкерия может занять сам кабинет Российской Федерации. Было бы очень символично, но это как бы из области фантазии, фантастики сегодня, может, потому что, может быть, там какие-то официальные лица не присутствовали в ПАСЕ, но русские, они оттуда никуда не уходили. Влияние, лобби, все там осталось, и это, в принципе, вполне было предсказуемо. Сайхан, я позволю себе вас спросить, а кем вы работаете? Я работаю на одной фирме, как она называется, помощником техника. Так мы с вами практически коллеги. Я в настоящее Да. Я работаю ассистентом электрика, ставлю солнечные электростанции, тяну кабеля, чищу септики с удовольствием, это хорошо оплачивается. И, в общем, я зарабатываю на жизнь. Внимание, скажите, пожалуйста, ваш заработок позволяет вам, или, может быть, там с вашими коллегами в складчину пригласить, допустим, Эрика Кросса или какого-то другого специалиста из ПАСЕ высокого уровня на соответствующий ему ужин в соответствующем месте, для того, чтобы в кулуарах обсудить какую-то животрепещущую проблему Чеченской республики Ичкерия. На 1-2 раза хватит, думаю. Но на постоянной основе не смогу. Но 1-2 раза, особенно Эрика, я бы пригласил. Или человека... Да, продолжайте, пожалуйста. Да, работа, как бы она высокооплачиваемая, но просто, когда сопоставляешь с политической деятельностью, она как бы, надо будет, как бы уходит в минус работе. Если политическая деятельность, она как бы мешает этой работе, и наоборот. Я с вами полностью согласен. Я уверен, что если бы я занимался, например, нашим каналом не в свободное от основной работы время, а вот в качестве основной деятельности, наверняка у нас были бы большие успехи, а народно-освободительное движение знало бы не 14 тысяч подписчиков, а гораздо больше. Но я к чему говорю? У господина Ходорковского и окружающих его людей средств для приглашения господина Кросса в ресторан более чем достаточно. Они могут особенно после того, как Лондонский высокий суд обещал Российскую Федерацию вернуть ему еще несколько десятков, по-моему, или если не сотен миллиардов. Это окей, вернут и вернут, как говорится, это не наши деньги. Просто давайте сравнивать весовые категории в финансовом смысле этого слова. Мы с вами находимся в гораздо менее эффективном положении по сравнению с людьми, прям скажем, очень богатыми. Как нам действовать в такой ситуации? Мне представляется только один способ. Нужно заниматься агитацией и пропагандой, нужно создавать движение, способное собирать членские взносы, нужно организовывать что-то типа политической партии или общественное объединение, которое финансировалось бы только и исключительно членскими взносами его участников. На счету организации образуются деньги, решения учредителей выносятся на голосование о том, как эти деньги расходуются, потом подается соответственный отчет. И в этом случае наши коллективные возможности станут больше, чем возможности индивидуальные, ваши или мои. И никто не сможет задать нам неловкого, точнее неудобного вопроса, за что мы живем. Мы живем на деньги наших членов, мы отчитываемся перед нашими членами нашего движения, и мы проводим именно ту линию, которая с ними согласована. Как вы считаете, не надо ли представителям национально-освободительного движения в Европе идти вот таким путем, которым мы с вами сейчас озвучили? Денис, мы это уже проговаривали между собой и договаривались о том, что следующие... Мы просто по времени не успевали, а вот там же идут опережение должно быть официально зарегистрировано, оказывается, там еще время, там не так получается, пришел утром, вечером забрал, там регистрация, она как-то долго уходит, оказывается. И этот процесс, он идет само собой, он идет, и у нас, в принципе, то, что мы планировали, прекрасно все получается. Но мы просто не учли, что там нужно время. Как в одном из анекдотов, если вы ходили в шали, надо было якорь бросить в Сержаневке, у нас так говорят. Надо было еще раньше начинать, чтобы это сегодня уже было, сегодня уже работало. То же самое, мы это уже начали, оно уже будет где-то готово, дай бог, это будет готово где-то
полгода-год нам нужно, чтобы именно создать ту платформу, на которой мы уже можем свободно получать инвестиции, финансирование, 5-10. Но это будет, в принципе, простейшая форма и прозрачная, на что, как, кто тратит. Но это не будет какая-то тема, схема для наживы, чтобы некоторые там не волновались. Сайхан, я, наверное, не совсем ясно выразил свою мысль. Я, честно говоря, в глубине души противник того, что вы называете финансированием. Я противник грантового финансирования, я противник получения больших пожертвований от каких-то крупных доноров, потому что, к сожалению, хотим мы того или нет, закон, кто девушку ужинает, тот ее и танцует, его отменить невозможно. А вот если мы с вами, если организация живет исключительно на членские взносы ее рядовых участников, да, условно говоря, 50 человек по 10 евро, то вот эти 500 евро, которые образуются, это деньги абсолютно чистые и абсолютно не позволяющие направить, не ставящие организацию в зависимость от какого-то крупного денежного мешка. Я полностью согласен, потому что те расходы, которые у нас имеются, в принципе, по той схеме, которую вы сейчас озвучили, она, в принципе, полностью окупаема. Это нету таких больших денег, которые мы тратим. Это перелеты, проживание, пропитание, и нет никаких там каких-то дорогих подарков. Ничего такого дорогого у нас нету. Единственное, что мы должны корректировать постоянно и быть на связи именно с народом и с чаянием народа. Повестка иногда чуть-чуть меняется. Вот в этом мы должны очень сильно быть настороженным. В остальном вообще проблем я не встречал. Ни с финансированием, ни с чем-либо другим. Как бы, если это мы можем делать, могут сделать и любые другие. Просто было бы желание. А если там кто-то хочет просто обогатиться, 5-10, вот как вы сказали, финансирование, он может прекрасно сделать в Европе какую-то другую схему и зарабатывать честно деньги. Вообще я не вижу в этом проблем никаких. Но совмещать эту работу, как вы говорите, и пытаться, чтобы кто-то мог нам мешать, вот это в любом случае, вы знаете, будет неизбежно. Если кто-то платит большие деньги, он будет как-то пытаться влиять на процессы. Этого, да, надо избегать. Сайхан, я вот к этому на самом деле клоню. Дело в том, что денежный вопрос является своего рода индикатором того, является та или иная активистская структура независимой или не является. Что я имею в виду? Вот довольно затруднительно проникнуть в такую структуру, как форум Юлии Навальной. Или вот эта вот полузасекреченная структура «Новая партия» Ильи Яшина и Максима Резника. Или вот этот вот тоже не совсем понятный российский антивоенный комитет. Там двери в актив, в общем, закрыты. В лучшем случае можно попасть в качестве гостя на какое-то мероприятие. Но если бы эти организации действительно были политическими, действительно проводили те идеи, которые затребованы у поддерживающей ее аудитории, то, казалось бы, должно быть все наоборот. Они должны кричать на каждом углу: присоединяйтесь к нам, нам нужны новые люди, нам нужны ваши членские взносы, мы ни от кого не зависим, кроме вас. Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь, подавайте заявление, мы вас включим, вы платите взносы и получаете права контроля за этими взносами. А этого мы не видим. Это означает, в моем понимании, что такие структуры, в том числе и как структура Ходорковского, финансируются не за счет средств людей, поддерживающих эти идеи, а за счет тех людей, которые намереваются потом извлечь прибыль, да, получить отдачу на свои инвестиции, и в народ, и его запросы на политические инновации используются только в качестве ширмы, за которым скрываются исключительно имущественные устремления тех или иных лидеров этих структур. Я не прав? Да, вы правы. Я, например, даже у нас была возможность там получения какого-то финансирования, это были не гранты, это была постоянная систематическая поддержка, но как только вот наш совет United Force, единая сила, решил, что на тот момент как бы было, не было видно, что человек будет как-то влиять, хотя было договорено, что он не будет влиять, не будет вмешиваться, но старшие вот в совете все равно решили, что лучше избегать нам
такого большого потока финансирования, чтобы не было в конце никаких там разговоров. Вот, Денис, я скажу честно, вот так как мы работаем эти 2,5-3 года, не то чтобы там у нас все превосходно, у нас все получается, но то, что мы планировали, на то, что у нас была возможность, у нас вот были какие-то планы, мы практически все сделали. Я не говорю о каком-то результате, потому что результат он идет чуть-чуть позднее. Так же, как и то, что делали люди в 90-х годах, результат мы получали чуть позднее, сразу не получали на все процессы результаты сиюминутно. И также мы сегодня не рассчитываем получить результат какой полгода, там, год, но мы проводим ту работу, мы пытаемся из сегодняшней повестки дня выйти на максимум для нашего народа. А это именно сегодня у нас очень актуально стоит проблема мобилизации. Людям просто некуда выезжать, молодежи, и вообще не молодежи тоже, всех, кто нарушает какие-то дела административные, маломальские какие-то нарушения, их просто так по беспределу берут и вербуют, и отправляют, заставляют подписывать под разными предлогами. Это не идет до того. Совершенно верно, Сайхан. А потом нас упрекают, что вот чеченцев там много, если процентно смотреть, нас там и немного, чтобы прям так сильно волновались все остальные. Надо также волноваться о других народах, в первую очередь о русских, потому что русские имеют полный доступ ко всем процессам, а именно они держат Кремль, они держат все таможенные, все противоракетные, все СКС, ФСК, ККС, все они имеют. А все остальные просто исполнители, какой бы национальности они ни были. Они не имеют права, как сказать, последнего вот этого голоса. Решающего голоса у них нет. Да. Да, Сайхан, вы совершенно правы, но я вам мрачную картину нарисую. Дело в том, что вот в высказывании Ходорковского о независимой Чечне я вижу очень далеко идущую неприятную перспективу. Именно тогда, когда произойдет транзит, появится прекрасная возможность обвинить во всех зверствах в Украине чеченцев, таджиков, башкиров, бурятов, тувинцев и так далее. И сказать, что вот эти все средневековые звери, которые оправдывают убийство чести, которые недостаточно уважительно относятся к ЛГБТ-сообществу, они, наконец, в зоне боевых действий позволили себе жить полной жизнью и воплотили на поле боя все те отрицательные качества своей народа, своей генетики, которые они много лет вынашивали как нож под накидкой. А прекрасные русские люди, цивилизованные, образованные и так далее, они даже в силу неблагоприятных обстоятельств являли свои там лучшие качества и тому подобное. Ведь согласитесь, на принцип «разделяй и властвуй» удобнее всего использовать тогда, когда поводы для него формируются сильно заранее. Вот нет ли, не опасаетесь ли вы такого развития событий? Да, если сами чеченцы не будут опровергать вот ту негативную волну, не будут защищаться от всего этого, озвучить свои планы, свои действия, свое видение, это не то, что случится. При плохом раскладе может быть пойти в эту сторону. Как это было и в других регионах, потому что, например, возьмем ту же Сирию, да, когда люди начинали с простого протеста, там даже показывали фильм, у них был в Сирии, с чего это все началось изначально. Изначально это было, кого-то забрали, кого-то хотели посадить, отец пошел, сына убили, отца избили. Вот этот процесс пошел, а во что это вылилось? Это вылилось и в гражданскую войну, и в подавление, потом, не справившись с силой повстанцев, аккуратно, даже очень сильно потворствовал этому сам Асад, это все перешло в мировой халифат, ИГИЛ, а на самом деле это все аккуратно успокоилось, и иракцы все ушли к себе домой, и остались сегодня сирийцы у себя дома. Вот как бы началось с одного, как это вышло за рамки, и опять все это ушло, опять в Сирию, и там же мы сегодня видим, что сирийцы сами как-то пытаются максимум успокоить все, что у них там творилось. То же самое Чечня. Чеченская республика, Ичкерия,
была провозглашена раньше даже Российской Федерации, все было хорошо до тех пор, пока не напал Ельцин под эгидой наведения какого-то порядка у нас. У него же дома порядок был, и у нас тоже они хотели навести порядок. И во что это вылилось, мы все уже видим. Первая агрессия, вторая агрессия. Потом у нас постоянно, Денис, я хотел бы подчеркнуть, обвиняют в том, что вторая русско-чеченская война началась якобы с какого-то эфемерного, какого-то фантастического похода на Дагестан. Это вообще неправда. Это ложь от начала и до конца. То, что делали вооруженные формирования, их было не так много, если так сказать, но это было выгодно в момент. Те взрывы, которые проводили, которые до сих пор засекречены на 50 лет, если виновата только одна наша сторона, почему засекретили взрывы, кто их делал, Рязанский сахар, все эти взрывы, все это было сделано на этой волне. Великий мочитель пришел к власти, и до сих пор день за днем стоит накал, идет. И сегодня мы видим, что творится в Украине. И не дай Бог, Украине не выстоит. Мы все хотим победы Украины, они пойдут дальше. Сегодня уже мы видим указ, который признает упрощенное получение паспортов Российской Федерации, 5-10. Это один и тот же сценарий. Они будут идти до конца. У них другого варианта нет. Сайхан, наш слушатель или зритель под ником Макс Грин 4568 просит вам задать следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, у гостя у вас, Сайхан, почему представители «Единой России» подают диаметрально противоположную информацию для русскоязычного и чеченскоязычного зрителя? Сайхан, я не говорю про чеченский. Пожалуйста, прокомментируйте, так ли это, если Россия, United Force, да, она как бы единая сила, да. Это провокация, во-первых, нет, у нас двойной игры нет, он прекрасно понимает, это просто обычный провокатор. Я обычно их блокирую, но раз он дорвался до эфира, мы можем сказать, что у нас нет двойных игр, мы сторонники правового государства, мы хотим, чтобы наши граждане, в первую очередь чеченцы и граждане всех национальностей, которые будут жить или живут, или жили когда-то, вернулись на свою историческую родину, вернулись и жили, и чтобы никто от нас не уезжал. Мы будем стремиться именно к такому государству, которое будет именно жить по европейским ценностям, и чтобы не передергивали некоторые, мы под ценностями подразумеваем все, что хорошее, все процессы, которые творятся на этом континенте. И мы, как нам некоторые говорят, почему мы не уезжаем в Афганистан или там еще какой-то стан, мы европейцы, мы представители белой расы, мы Caucasian, да? Так что, как говорят немцы, herzlich willkommen, welcome to home. Вообще проблем у нас с этим нету. Окей, возвращаемся в ПАСЕ. Помните, когда только формировалась эта площадка для взаимодействия с российской оппозицией, мы с вами в частном порядке много ломали голову, а нужно ли представителям национально-освободительных движений вообще продолжать общение с российскими оппозиционерами, как с ними кооперироваться и так далее. Тогда мы пришли, наверное, это стоит делать, потому что мы рассчитывали на полноценную политическую полемику. Сейчас Что? Это стоит делать, мы будем это делать. Сейчас, после сказанного сейчас мы будем это делать, потому что других, во-первых, нету. И я вот искренне верю, что они реально так думают. Некоторые из них, по крайней мере. Потому что они жили в Москве. Они, по-моему, из этого кольца не выходили. Они думают, или они вот себя ведут так, что другого голоса, другого мнения как будто бы быть не может. Это не только касается чеченцев, касается всех. Они не готовы с нами работать, они не готовы отвечать на вопросы, они не готовы вообще идти на компромисс. Но вследствие того, что они с нами общаются, находятся в одном зале, помещении, и то, что мы им задаем, как они считают, провокационный вопрос, на самом деле это есть реальность, это не провокация, это реальность. Когда представитель Якутии или Бурятии говорит, почему вы в связке с чеченцами упомянули бурятов, он должен на это отвечать. Вообще,
Вот зачем он это сделал? Я не понимаю. То же самое сделал ныне покойный Папа Римский. Откуда у Папы Римского, какую методичку он прочитал? Какое отношение буряты имеют к чеченцам? Если бы он сказал ингуши, чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, там 50, было бы понятно. Но буряты и чеченцы с радостью убивают украинцев. Это вообще, это нонсенс. И они на этом стоят. То же самое, когда представитель Якутии, одна симпатичная девушка спросила про Якутию, сразу Владимир Карамурза просто убежал от вопроса, бросил прям микрофон, не знаю, оскорбил эту девушку, сказал, что я там не общаюсь 50. Зачем так реагировать? Они рано или поздно должны на них отвечать. Они не должны так он обещал, что с оружием в руках, с автоматом именно, хотя автомат уже не актуальный, он сказал, что будет отстаивать. Была возможность извиниться. Но вместо того, чтобы извиниться, он еще раз пошел дальше. Надо как-то пересекаться с ними побольше и спросить, что вы хотите, чего вы добиваетесь. Вот если они думают, что прям Чеченская республика Ичкерия такой край, такой камень, да, преткновения, мы должны как-то решить. Но нам нельзя больше уступать. Куда нам уступать? У нас и так трудное положение. Вообще нам нечем уступать. Мы боремся за свою свободу, за свою жизнь, за свой народ, за свое будущее своих детей. Куда нам уступать? Мы не можем больше уступать ничего, в принципе. А то, что сказал Кутаев, что мы будем брать Москву, это не соответствует действительности. Нет в Москве ни желания у людей. Люди тянутся в Москву, потому что там хорошая зарплата. Все. Эта зарплата будет хорошая в Чеченской республике или где-то в Волгограде, где-то там, не знаю, Калмыкии. Я могу поклясться всем, что я знаю, да, никто не будет в Москву ехать, потому что отношения людей там просто отвратительные. И люди сегодня показывают, как они относятся к нацменам, так сказать. Молодой чеченец, выросший, не знаю, вот после Второй войны русско-чеченской, он его показывает, он хотел искренне бабушке помочь, она ему сказала, искренне причем, я не нуждаюсь в помощи обезьяны. Это отношение. Они могут это не говорить, но бабуся, оказывается, такая боевая, она это сказала. 90% людей такое отношение к другим национальностям. И когда бурятка будет доказывать, что она россиянка, его там, не знаю, посылают в какую-то Среднюю Азию или там, не знаю, в какой-то Китай, вот это нынешняя реальность. И сегодня ни Карамурза, ни Ходорковский не убедят меня, что мы движемся неправильно. Мы правильно движемся к независимой, правовой, европейской, как там они хотели, чтобы определился, демократической. Вообще это не проблема, эти слова. Мы можем перебирать и перебирать. Там самое главное правовой, чтобы закон был для всех один, чтобы не было никаких там особенных и не особенных, второсортных. У нас такого не будет. Закон должен быть для всех один. И все. И этим, собственно говоря, закон и отличается от беззакония. Да. Сайхан, скажите, пожалуйста, как обстоят дела, по вашим сведениям, с созданием второй площадки в Басе по взаимоотношению с представителями порабощенных народов? Мы заручились поддержкой Петра Байер, что эта площадка должна быть. Просто нам сказали, нас уверили, что быстро это сделать не то, что не удастся, просто будет не так эффективно. Мы можем подождать одну сессию. Вот Рослебоку, да, как вы о них отзываетесь, они могут уже все выдохнуть, потому что первый этап у них прошел, как они хотят. Да. Да. Все было завуалировано, все было 5-10. Им помог уже бывший экс-президент Русополос, да. Огромное ему спасибо, кстати, на греческом, не знаю, как сказать. Но факт, что второй год мы ожидаем, не будет таким сладким для них. Там обязательно будет площадка. В каком формате, я не знаю. Мы туда и не должны в середину силы заходить.
туда обязательно войдут представители свободных народов. Туда обязательно войдут те представители, которые за деколонизацию, которые за свои права будут именно там добиваться для своих народов. Нас это в принципе устраивает. Но там будет услышан голос или голоса тех людей, которые за самоопределение. Голос или голоса тех, которые за самоопределение. Вы знаете, я с интересом и с какой-то такой затаенной грустью слежу за активностями штаба Светланы Тихановской. Вот это вроде бы избранный президент. Это структура, которая располагает финансовыми средствами, о которых можно только мечтать. Есть персоналии на всех ключевых позициях, есть кадровый резерв, есть очень большой пиаровская отдача бесконечная, выступления там, сям, вояжи, рауты, бесконечные конференции и тому подобное. И все это с 2020 года направлено только на одно – открыть мировому сообществу глаза на демократические запросы в Беларуси. Я к чему? Неужели этот пример вот усилий Тихановской, усилий в значительной мере симуляционных, неужели он нам с вами не откроет глаза на то, что можно бесконечно долго обращаться к евробюрократам со всех трибун, с каких только угодно, пожимать руки, заглядывать в глаза, делать предложения, заявлять о ущемлениях и о нашей драматической судьбе, и все равно ни черта не поменяется. Вот у Тихановской ничего не происходит. Денис, я думаю, что у Тихановской не происходит ровно потому, что у них это не идет от самого народа на данном этапе. Но та работа, которую она проводит, она должна быть обязательной. То, что мы делаем с единой силой и представителем свободы народов, это должно быть обязательно. Вторая часть тех людей, которые уже хотят, чтобы они были независимы, хотят, чтобы у них была своя отдельная страна, они уже должны требовать двигаться дальше. И на всех этапах это должно проводиться, такого рода мероприятия. Мы не можем сказать, что вот она 5 лет, 10 лет что-то сделала, потому что нам насчет этого, знаете, что ответили, Денис? Мы были недавно в Сейме Литвы, и там они говорили, что мы это делали 50 лет. Они говорили, что это делали не 20 лет. Они говорили, что и в Америке, и в Западной Европе они проводили все эти мероприятия без просвета, потому что никто не мог сказать, что в один момент в 1991 году СССР просто пойдет по швам. И они эту работу проводили. Я сторонник того, чтобы, несмотря на рано или поздно, чтобы по возможности эта работа шла непрерывно. И, соответственно, вот парламентская ассамблея Советской Европы – это бюрократическая структура, своего рода синекура для определенных бюрократов. Можно долгими годами поднимать актуальнейшие вопросы, назначать согласительные комиссии, проводить одну сессию, другую, выписывать бюджеты на сайт ивенты и так далее. Ну, бюрократия есть бюрократия. А если отключиться на какое-то время от ПАСЕ и попытаться установить такие же взаимоотношения с каким-то из европейских или, может быть, заокеанских государств. Вот движение «Единая сила» борется, по большому счету, за легитимацию, за признание чеченского народа своей борьбы за независимость, за ее юридическое признание иностранными государствами. Ну, святое дело, абсолютно точно. Как вы считаете, какие из государств могут быть союзниками вашего движения или союзниками других национально-освободительных движений в первую очередь? Если не коллективный орган правительства ПАСЕ, а какое-то одно или несколько государств, и с ними договориться. Вот с Украиной это не очень хорошо у нас дела, прямо скажем. Ну, я даже думаю, Украина уже сделала как бы хороший первый шаг, и я сегодня как-то не думаю, что прямо сегодня до Чечни не то чтобы дело, если просто руки не доходят, это раз.
У них своих там внутренних вопросов очень много на повестке дня. Особенно сегодня мы знаем, да, по аресту Ермака, по бегству некоторых близких людей президента. Но очень трудная ситуация, неоднозначно. Но я уверен, что при хорошем раскладе это сделают первые украинцы. Окей, а еще? Я очень надеюсь, что также последуют страны Прибалтики, это Латвия, Литва, Эстония. Польша может сделать, потому что Польша очень заинтересована в том, чтобы на ее границах все было тихо. Чехия это может сделать. Если бы была бы Молдова, она обязана это сделать, потому что это же идет по грузинскому сценарию. Уже когда идет речь о выводе каких-то войск и о каких-то переговорах с ЕУ, с Европой, они прекрасно знают, что Европейский Союз не готов к такому сценарию, к военному, потому что американцы их чуть-чуть в другую сторону, как бы интересы повернулись с Трампом, я скажу. Я даже не знаю, я, например, даже рассматриваю, даже Израиль может сделать. Потому что я иногда читаю их паблики, их комментарии разные, они очень-очень сильно настороже смотрят на Россию, на поддержку Ирана, на поддержку разных радикальных групп, которые прямо воюют и убивают граждан Израиля. Я даже готов к этому сценарию, что они могут поддержать в любой момент, учитывая свои политические какие-то моменты. Но это точно не будет Китай, однозначно. Это не будет Иран, это не будет нынешняя Грузия, к сожалению. Азербайджан может быть, Турция, пока она играет долгую игру, потому что у них там вот этот Туран растягивается, Турция пытается, наоборот, поднять под разными предлогами. Политически Турция, я думаю, не готова на сегодняшний день. Скажите, Сайхан, вот Азербайджан один из наиболее сильных экономических союзников Израиля. Как вы считаете, что могла бы сейчас независимая республика Ичкерия предложить сегодняшнему Израилю для того, чтобы вступить с ним в полноценные союзнические взаимоотношения и добиться, например, от Израиля того же, чего добились от Украины, а именно признания независимости Ичкерии? Ну, можно договориться со всеми при желании, я могу так сказать. И дипломаты, если хорошие дипломаты, они обязаны это делать, договориться в любом случае. Регион, вот мусульманские страны, когда вроде бы должны одним помогать совсем другому. И мы вот в таком раскладе видим, что Израиль ищет союзников, становление и укрепление своего государства. И для них мир и тишина безвоенная и без обстрелов – это цель номер один. К чему они стремятся? Вот мы сегодня видим, очень активно ведут себя странами арабского мира. Где-то как-то у них получается, там есть некоторые условия. И я думаю, что мы могли бы договориться насчет этого, насчет безопасности этого региона. Что как минимум это и наш интерес, чтобы не было оттока молодежи, которая может радикализироваться. Например, то же самое говорили буквально недавно на разных саммитах в странах Ближнего Востока, плюс еще один арабский аналитик говорил, что та молодежь, которая ее называют радикальной, она радикализуется именно в европейских странах. И не обязательно быть где-то там в горах Тора-Бора или где-то там в Пакистане, Афганистане, там в Йемене. Они могут прекрасно прижиться в любом месте. И нам просто надо работать с нашей молодежью, чтобы они никуда не уезжали, а именно становились специалистами. Они где-то какие-то интересы чужих государств, чужих каких-то организаций выполняли, черную работу. Для нас это цель номер один, чтобы не было только нашей золотой молодежи. Яркий пример, когда человек, выходя из южноафриканского государства с рюкзаком через плечо, через несколько лет летит в космос. Вот это хороший пример. Я имею в виду нашего великого, в кавычках, Илона Маска. Да, потому что как специалист, любой должен признать его достижения, как бы о нем, что наверное, каких-то отрицательных сторон, да, которые могут у любого найти, или если не найти, просто придумать и набросить без проблем. Но само достижение, сама организация, сама
вот этот маркетинг, как это подается, как это развивается, это супер. Это супер просто. Сайхан, безусловно, Илон Маск человек не рядовой, это уж точно, и я бы сказал, из ряда вон выходящий. Один из колоссальных успехов, который удалось реализовать, это правильно выбрать себе родителей. Знаете, не всем так везет. Ну ладно, оставим. Да, я имею в виду, мы должны работать в этом направлении, Денис. Я очень хочу, чтобы чеченская молодежь, ладно, что было, то было. Мы хотим, мы должны стремиться именно к тому же образованию. Или, например, если мы говорим о какой-то радикальной, о религиозной части, я, например, хочу видеть наших земляков, чтобы им восхищались, как это было в золотой век халифата, например, если так уж пошло. Конечно, это неразрывно, да, по мнению нашего народа. Религия, она неразрывна с народом, но есть у нас некоторые элементы, которые говорят другое. Но в любом случае, если правильный подход иметь, у нас все должно получиться. Но для этого нас должны оставить в покое, без провокаций. Сегодня мы, опять я повторюсь, те огромные ошибки или те, которые такие самые известные теракты, которые были проведены на территории Российской Федерации и в частности на Кавказе и в Чеченской Республике Ичкерия, мы сегодня можем сказать 99,9% это все была работа организованной спецслужбами Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. Ну, как и бостонский марафон в том числе. Это однозначно, потому что сам Царнаев, который... Они с моего села, кстати. Они с моего села, но они там не жили, они где-то выросли в другом месте. Они радикализовались благодаря какому-то агенту, который приехал с Канады. Он его через интернет завербовал. Они были где-то на Кавказе, в Дагестане в частности, потому что мама у него там была родом оттуда. И даже представители полевых командиров сказали, что Тимирлан к ним не имел никакого отношения. Но уже было, что было. Его убили, брата посадили, должны были по плану его тоже убить, а потом они договорились насчет там какого-то террористического сговора у них такой был. А расследования так и не было. То же самое это ФСБ. И что, никто им что сделает? Но никто, кроме нас, им ничего не сделает, это точно. Ну, минимум это озвучим. Сайхан, мы с вами 59 минут в эфире, время летит незаметно. Скажите, пожалуйста, давайте в завершении поговорим о том, какие ближайшие цели стоят перед движением «Единая сила», ну, так скажем, на летний период в ПАСЕ и не только в ПАСЕ. Ну, мы планируем в первую очередь именно делать все, что от нас зависит насчет отдельной площадки, потому что она не чеченская площадка, она именно площадка всех сторонников независимости. Это самое главное, самая важная задача. И мы будем всеми способами, законными способами добиваться этой отдельной площадки, и там мы будем проводить работу во благо народов. В первую очередь будет наш чеченский народ, и я более чем уверен, по принципу домино эти признания независимости, они будут рано или поздно. Мы будем делать акцент именно на этом. И у нас нет того, чтобы, как один сказал, мы не против кого-то, мы за себя. Если кому-то это не нравится, это его личная проблема. И мы хотим, чтобы наши оппоненты также работали в том же направлении по демократизации своей страны. И у нас все будет хорошо, все получится. Без обид, без каких-то личных оскорблений, но честно и прямо. Спасибо, Сайхан, что были с нами. Воскресный вечер прошел очень продуктивно. С вами всегда приятно иметь дело. Наших зрителей и подписчиков я прошу, пожалуйста, следите за активностями движения «Единая сила» в других социальных сетях. Бывайте на нашем канале, помогайте нашему каналу. И не забывайте о том, что никто не изменит нашу жизнь к лучшему, кроме нас самих. До свидания, Сайхан. До свидания. Огромное спасибо, Денис. До следующего раза. До свидания. Vek halifata Çavuşlu'yuz. Золотой век халифата Çavuşlu'yuz. Lellen diyorlar. Lellen. Иншаллах, Рахман. Туда нам и дорога светит. И до зачитать до вопрос, Дарья, но это была всего лишь первая часть вопроса. Тебя шел участие
сразу же вторым комментарием боязнь. То есть вы предлагаете шариат по арицу, да, шариат для чеченского народа, и вторую часть зачитать Ирцу. Далее чеченское оно очень сложное, реально очень сложное. Отсутствие вот этого слов. Дыры тягали, что комментарий шах, что шварса хаттер шорт дыр, но даже и хаттеры от одного и того же и шел в часть именно насчет шариата, тебе много зачитать, садырты. Сторонники правового государства. Чеченцы это 100%, потому что вычитать там какие-то полпроцента или 1%. Харцты кондуются шал, диасия, ночные вершные альдигдарицу дешек. Провокационный характер шмадиеш. Жок моделерс. Провокатор, швуяри, вожи. Тут Сотя Ибн Чурцеверлс, он был чефирцаги. Израиля, говорят, хохошен наш Хазерсон. Это я не понял, к чему это был. Какой диалог с Израилем будет. Аль-Халифат, Израиль, сам борт был. Норчен. За дүйч, сугас кышан кынек дүйч ашмой, гезе вахойшин чуа. Шайки хаттер, дично, цона провокатор, швуй хари вожи. Было 5-6 человек, то сегодня их десятки. Норчен дүйцег и раскишна европейчна, снахан цеха матч, что цауду бутия шашлён, это двухличный. Букты я аж таких борщ шашлиш гуш дать архит яцан. Вообще дико бать нахам. Стехан си жамбулати. Чаще срочно помог объявить им помолвки, есть чем передаст то. А ведущий Мечошуа. Нормально. Ведущий, ответ ведущий. Ну, так, шейлаш, это шведский семья, фолк. Любой он мег штукца. Отцо, так то мег что, когда ты гунца мег штука. У нас, понимаешь, пить, курить нельзя, можно как бы, а в пятницу работать нельзя, понимаешь? И какое у нас должно быть отношение остальное все можно. Строить с традицией обычную и внешнюю, держаться вместе, вне зависимости от национальных... Аж боже маворсига, жамболт маворсик, а что? Юхае вукон. Ага, чу, чат шауар. Мощно чубахтен борш сега. Это амбол бешбор. Аж мелю сегязеш. Тек чуйол чер язинек сегеш шоно цхаттен гал бол жоклер сам язин. Единого создателя из Возбох, нохч хохоржери бох. Окан дикха нохч хохоржери. В этот сложный час Так, это пробовай почалки, это серьезно, хумшлица, бая. И рубашки он, варджа варджа.
Ну что, хорошо. Юхала, Лукшон. Хорошо, Барис. Хажла. Юхол исан خلي صعدي حلقي وين خيان обязательно هوشك خاطر شكيت شقدن أبسو ديت نوشو خو خاطر لردو أل تابيرجو يا إيش شو ده بيز تشوارش ديك بابا بيز تانديا Полностью согласен. Он вообще цена говорит, ну, если только от одного участника и хаттышкам цехолчит, ака они могут перепрыгивать. А и что, тематика, юхи вот отреагируют, и че уже, как, ну, я думаю, они с одного хотя бы этот вопрос возьмут, и вопросы должны четко стоять. Его жить, вопрос зачитать иногда. Он был как бы на два комментария разделен. И Павел Барцигай шел в комментарии дополнительно к этому вопросу.